Коран, будучи последней книгой, последним руководством, направленным человечеству для жизни, он сам по себе, как вы все знаете, обладает неподражаемой природой, является чудом. Так вот, ученые спорят между собой, что больше, что более весомее для Аллаха. 10 последних ночей Рамадана или 10 первых дней Зуль-Хиджа. Что нужно делать в эти 10 дней, чтобы удостоиться милости Всевышнего? Первое – это очистить свое сердце. Это наладить связь со Всевышним. Изменить себя, обратиться к Нему искренним покаянием, искренним раскаянием. Если есть что-то, что шевелится в груди и мешает, как это определил сам пророк саллаллаху. Грех является то, что тебе шевелится, мешает, тебе не дает покоя. Совесть мучит. Оставить это, обратиться к Нему как можно чаще, поминать. Это важно. Я не говорю про утренние, вечерние поминания Аллаха. Эта сунна практически вымерла. Многие даже не знают про нее. Мусульмане среднестатистически. А именно в эти дни как можно чаще обращаться, поминать Аллаха устами своими. Дорогие братья, Всевышний выбирает то, что желает. Всевышний распоряжается и управляет так, как Он желает. Он обладатель абсолютной воли. Или, как говорится в аяте, «Вараббука яхлуку ма яша». И твой Господь творит то, что желает. «Ваяхтару» и выбирает. «Ма кана лахумул хияра». Нет у них выбора. Нет у людей выбора. Субханаллахи ва та'аля амма юшрикун. В вселенском значении этого слова. Пресвят Аллах, Всевышний, но относительно того, что они предают Ему сотоварищи. Всевышний выбирает. И здесь я делаю акцент именно на этом. Он обладатель абсолютной воли. Он обладатель абсолютного повеления. И Он по своей милости и щедрости отдал предпочтение. Отдал предпочтение определенным отрезкам времени в году, определенным дням, по мудрости своей, по милости своей, для того, чтобы мы с вами удостоились наилучшей наградой, для того, чтобы побудить нас к усердию, для того, чтобы мы соревновались в благом, стремились. Он определил это. Он предначертал это. Так вот, небольшое отступление. Прежде чем я начну говорить непосредственно о теме сегодняшней проповеди. Коран, будучи последней книгой, последним руководством, направленным человечеству для жизни, он сам по себе, как вы все знаете, обладает неподражаемой природой, является чудом, прямым чудом пророка Мухаммада, мир ему и благословение от Аллаха. У каждого пророка было чудо. И эта неподражаемая природа заключается в чем? В его формулировке, в его стиле, в его средствах выразительной лексики. Одним из этих средств что является? Клятва. Клятва. То есть зачастую Всевышний, и только Ему подобает, клянется своими творениями. Нам же Его творением подобает клясться лишь Его именами, прекрасными атрибутами и качествами. Так вот, Всевышний, например, в следующих аятах клянется и говорит: «Валь-фаджри валаялин ашр». Все аяты, многие из нас эти аяты знают. «Валь-шаф'и валь-ватр».
Клянусь зарей, клянусь 10 ночами, клянусь четом и нечетом. Клянусь ночью, когда она проходит. Аллах клянется, клянется, клянется. А потом еще и говорит, Всевышний говорит, «Халь фи залике касамуль лизи хиджр». Неужели этих клятв недостаточно для обладающего разума? Неужели непонятно то, о чем я говорю вам, это нечто великое? И я сейчас делаю акцент именно «Валяяли нашр». Именно на этом аяте, коротком аяте. Всевышний поклялся многим в данном контексте, но акцент именно на этом. Клянусь 10 ночами. Что же это за 10 ночей или 10 дней, а мы находимся в преддверии этих 10 дней? Завтра, послезавтра начинается величайший месяц. Величайший месяц Зуль-Хиджа, по прохождению декады которого наступает величайший праздник, один из 2 праздников ислама, Аидуль Адха, Аль-Мубарак, Курбан Байрам. Итак, что же это за 10 ночей, или что же это за дни, в чем заключается их особенность? А ученые говорят, что здесь именно говорится об этих днях. Хотя некоторые ученые говорят, здесь говорится о 10 ночей Рамадана, последней декаде Рамадана. И то мнение, и это мнение имеет право на существование. Итак, Ибн Аббас что говорит, радаллаху? Пророк ﷺ сказал, «Ма мин айями л-амали салихи фихин». Нет таких праведных дел в эти дни, ахаббу иля Аллах, которые были более любимы для Аллаха, мин хазихи л-айяма аль-ашр, нежели вот эти праведные деяния в эти 10 дней. Факалю, я Расул Аллах, валя аль-джихад фи сабилиллах. Сподвижники удивились, потому что они пытались всегда удостоиться наилучшего, быть лучшими в усердии, в стремлении ко Всевышнему. И они спросили, почему спросили именно про джихад, про борьбу на пути Всевышнего? Потому что это пик, как мы знаем, да? Зирвату санами. Именно поэтому они спросили. И даже джихад на его пути, и даже борьба на его пути, он сказал, «Валяль джихаду фи сабили». И даже джихад на пути Аллаха, и даже борьба на пути Аллаха не будут равны. Не равны. Праведные деяния в эти 10 дней даже превалируют, лучше доминируют, нежели джихад. За исключением, но пророк, конечно же, сделал исключение. Илля раджулюн, за исключением того человека, который вышел, бинафсихи ва мали, вышел, чтобы пожертвовать, отдать жизнь и имущество. Валям фалям ярджа мидалика шей, и не вернулся ни с чем, то есть погиб на этом пути. Что может быть более весомее из усердия человека, чем борьба на его пути? Еще раз повторяю, задумайтесь. Аль-физалике касаму лизи хиджр. Задумайтесь над этим. Но тем не менее, праведные деяния именно в эти 10 дней превалируют. Почему? Потому что среди этих 10 дней есть такой день, смотрите, среди этих 10, сами по себе эти 10 дней, они на весах Всевышнего имеют такой статус. Теперь мы углубляемся. Мы говорим, среди этих 10 дней есть такой день, в который Всевышний по милости своей дарует прощение всем своим искренним рабам. За пост в этот день Аллах искупляет, дарует кафар грехам раба своего за 2 года. Что же это день? Это день Арафа, как вы все многие знаете.
Как сказал пророк, ма мин яумин, нет такого дня, аксару минан ю'тик Аллах фихи абдан минан нар, в которой бы больше всего Аллах освобождал от огня своих рабов, мин яума арафа, нежели день Арафа. Ва иннаху ла ядну, и он приближается, сумма юбахи бихимиль маляйк, а потом гордится ими перед своими ангелами. Фаякуль, и говорит, что же они хотели, что же они хотели. Среди этих 10 дней есть кульминация этой декады. Это день жертвоприношения. Аидуль Адха, 10-й день Дуль-Хиджа, который по определению своему является величайшим днем перед Всевышним. И после него наступает 11-й день Дуль-Хиджа, который является днем остановки или днем поселения, Йоумун Кир, когда паломники остаются в долине Мина. Так сказал нам об этом посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Наивеличайшие дни Индаллах Та'аля перед Всевышним Аллах. Йоумун Нахр, день жертвоприношения. Сумма Йоумун Кир, а затем день остановки, после того, как паломники останавливаются в долине Мина. Вы не задумывались, почему эти дни выделились всем этим? Почему Аллах выделил эти дни? То есть, если этому какое-то объяснение рациональное, ученые отмечают следующее, смотрите, интересно. Они говорят о том, что эти дни Аллах выделил, даровал им особенный статус лишь потому, что в эти дни собрали в себе уммахатуль айбада. То есть все матерь поклонений. То есть и нет таких дней, которые бы вобрали в себя все эти поклонения. Какие поклонения? Это молитва, намаз, ас-саля. Вассиян – это пост. Вассадака – милостыня, курбан. Валь-хадж – и хадж. То есть другие дни нет такого, чтобы все эти поклонения были в одном контексте, временном отрезке. Эти дни настолько значимы что среди ученых, величайших ученых, то есть прения. То есть мы относительно недавно проводили Рамадан, да? Вы все знаете последние 10 дней, 10 ночей Рамадана, насколько они велики. Мы это уже прожили относительно недавно. Так вот, ученые спорят между собой, что больше, что более весомее для Аллаха. 10 последних ночей Рамадана или 10 первых дней Дуль-Хиджа. Так вот, срединным мнением в этом вопросе является то, что 10 дней Рамадана лучше с точки зрения того, что это 10 ночей лучше. Лишь потому, что в эти ночи есть ночь предопределения. А 10 дней Дуль-Хиджа лучше их дневное время, не ночное, как в Рамадане. Поэтому, то есть это тауфик, то есть то мнение, которое выходит из разногласий. Что нужно делать в эти 10 дней, чтобы удостоиться милости Всевышнего? Первое, и это всегда, это очистить свое сердце. Это наладить связь со Всевышним. Изменить себя. Тубу иля Аллахи таубатан насуха. Обратиться к Нему искренним покаянием, искренним раскаянием. Если есть что-то, что шевелится в груди и мешает, как это определил сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям, грех является то, что у тебя шевелится, мешает тебе, не дает покоя. Совесть мучает. Оставить это. Обратиться к Нему. После того, как устранены все барьеры, а это барьер, любой грех – это барьер. Барьер, мешающий человеку приблизиться, стать ближе ко Всевышнему. Занавес. Устремиться к Нему. То есть бежать уже
без преодоления этих барьеров. Как? Через совершение обязательных, а потом дополнительных поклонений. Как это велел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что самое любимое, чем может приблизиться раб Аллаха к Аллаху, это аль-фарайд, а потом навафиль и так далее. Длинный хадис, вы все его прекрасно знаете. Далее. Вот сердце очистилось, вот человек устремился, и он бежит ко Всевышнему. А если он идет ко Всевышнему, то Аллах бежит к нему. Как это опять же в хадисе. Далее что? Как можно чаще поминать. Это важно. Я не говорю про утренние, вечерние поминания Аллаха. Эта сунна практически вымерла. Многие даже не знают про нее. Мусульмане, среднестатистически. А именно в эти дни как можно чаще обращаться, поминать Аллаха устами своими. Так называемый ад-зикруль мутлак. Есть ад-зикруль мукайяд. Есть обособленный зикр, который касается, когда день жертвоприношения пришел, да? После каждой молитвы, когда идет такбир, тахлиль и так далее. А это общий. На основании аятов, которые есть в этом контексте. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, дабы они засвидетельствовали пользу для них. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, и поминали имя Аллаха. فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, в определенные дни. Обособленный зикр все вы знаете, да? 10-й день Зуль-Хиджа, в первый день праздника жертвоприношения. После каждого намаза идут такбираты, вплоть до последнего дня ташрика, намаз аср. Далее, что нужно делать? Пост в эти 10 дней, за исключением праздника. 10-го дня, когда пост является запрещенным, харам. Пост в день Арафа для тех, кто не совершает хадж. А в этом году наверняка практически паломников будет ограниченное количество. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда это не оставлял, как это передает Хафса. Сиям Ашура, день Ашура, пост в день Ашура, валь ашр, 10, имеется 10 дней, за исключением дня праздника, 3 дня каждый месяц, поста и так далее по хадису. И что говорит имам ан-Навави относительно этого? Сиямуха мустахаббун истихбабан шадидан. Пост в эти 10 дней, за исключением дня праздника, мустахаб, очень желательный. Шадид, сильно желательно, буквально если переводить. А день Арафа, пост в этот день, юкаффиру сан аль-мадия валь-баки, как сказал пророк, искупляет грехи 2 годов. Далее, что нужно делать в эти дни? Милостыня или курбан. Курбан очень важен. Многие думают, там же зарезут, там, что, типа, будет же там, программа там, и так далее. Да вопрос не в том, что программа будет. Вопрос в том, что Всевышний от тебя хочет. Что Он тебе велит. Это важно. А ведь некоторые ученые и праведные предшественники считали, то, что курбан является ваджибом, хотя большинство посчитали, что это сунна муаккада, это более сильное мнение, мнение, которое превалирует. Но имам Абу Ханифа, в некоторых версиях имам Ахмад ибн Ханбаль считали это ваджибом и переводили на это весомые доказательства. Потому что пророк сам постоянно делал курбан. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах принимает наши мольбы, фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи, прощении, лишь на Него уповаем, лишь к Нему взываем. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути, а кого Аллах ведет в заблуждение,
уже никто не наставит на этот путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. И после. Итак, кульминацией первой декады, как мы сказали, месяца Дуль-Хиджа, в преддверии которого мы находимся, является день жертвоприношения. Как мы уже упомянули, курбан является очень желательным для каждого мусульманина. И мы сказали, что имам Абу Ханифа, имам Ахмад ибн Хамбаль в одной из версий считали вообще это ваджиб. Почему? Потому что пророк ﷺ сказал, обратите внимание на эти слова. «Ман ваджада са'атан валам юдахи». У кого есть возможность, и он не сделал жертвоприношение, «Фаля якрабанна мусаллана». Пусть не приближается к нашей мечети. Приводит Ахмад ибн Маджид Даракутни. Также пророк ﷺ сказал: «О люди! Каждая семья обязана зарезать животное». Курбан. На основании таких хадисов ученые, такие как имам Абу Ханифа и Ахмад ибн Хамбаль, сказали, что это ваджиб. Хотя, как я сказал уже, превалирует мнение большинства ученых, что это сунна муаккада. Почему? Потому что другие праведные предшественники специально иногда оставляли это, такие как Омар, чтобы люди не думали, что это ваджиб. Потому что они всегда переживали, чтобы мусульмане не сошли с истинного пути, потому что есть крайности. Ну, конечно же, лучше соответствовать словам пророка в том хадисе, который я привел. У кого есть достаток, а у многих есть достаток. Есть достаток, пусть зарежет. Пусть не ждет, пока там будет какая-то программа. Пусть сам здесь организует программу. Сам позаботится. Сам найдет тех, кто нуждается в этом мясе. Кто, может, мясо не видит. Или обеспечит этим мясом мечети, чтобы делались ифтары, акики, мероприятия и так далее. Что тоже возможно. И это ближе к богобоязненности. И это лучше не оставлять это поклонение. В заключение, что я хочу сказать тем, кто намерился резать, желательно воздержаться от подстригания волос, ногтей и так далее с наступлением месяца Зуль-Хиджа до того момента, как он сам зарежет это животное, либо же кто-то зарежет от него по доверенности, хотя же, опять же, желательно, чтобы человек сам зарезал. И это также важно.